И снова здравствуйте. Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей, в студии Алиса Шамба. А сейчас коротко о главном. Стратегия создана. Необходимо действовать. Президент о реализации стратегии социально-экономического развития до 2025 года. Кассация защиты не удовлетворена. Верховный суд оставил в силе решение Гулрыбского суда в отношении Дмитрия Айба. В помощь травматологам. Семинар в республиканской больнице. Вопросу реализации стратегии социально-экономического развития до 2025 года 13 октября было посвящено совещание, которое провел сегодня Рауль Хаджимба. Президент выделил несколько сфер, на которые следует сделать основной упор. Какие именно, расскажет Елена Лолуа. Стратегия социально-экономического развития до 2025 года принята. Цели и задачи сформулированы, пути их достижения проработаны, но нужны практические шаги по ее реализации, сказал Рауль Хаджимба. Президент выделил основные приоритетные направления – туристическую и курортную сферы. В качестве эффективного менеджмента Рауль Хаджимба привел в пример курорт Пицунда, который и долги выплатил, и в разы увеличил доходы. Чего не скажешь обо всех остальных курортно-туристических объектах. Курорт Пицунда, общий объем оборотных вот этих денежных средств, которые появились как возможность для этого объекта, для этого направления, составили более 400 миллионов. А все остальные наши объекты, все вместе взятые, именно курортные туристические объекты, создали порядка 418 миллионов всего. Разница колоссальная. Второе направление, требующее серьезной поддержки со стороны государства, по словам президента, это энергетическая отрасль, от которой зависит функционирование всех сфер жизнедеятельности государства. Если мы с вами в этом направлении оставим все как есть, практически, мы потеряем и курорты, и туризм, и село, о котором мы с вами так много печемся. По всем показателям в сфере экономики есть рост, доложил министр экономики Адгур Арзынба. Он напомнил, что пошаговый план реализации стратегии разрабатывает Совет по экономическому развитию и реформам при президенте. К работе подключена российская консалтинговая компания. Было проведено 10 рабочих встреч в Сухуми и в Москве. Проанализированы объемная статистическая информация, результаты опроса основных участников экономического процесса, а также представителей центральных органов управления. Изучен опыт других стран. После обобщения и обработки всей информации Советом были определены 3 основных направления развития экономики страны. Вот такого рода документ в Абхазии разработан впервые. В Абхазии появился документ, который нам позволяет увеличить горизонт планирования. Все это время, до сегодняшнего дня, наша страна в новейшую историю жила планами на 1 год. Сейчас у нас планы на 10 лет. На данном этапе отобраны 3 направления. Это туризм, рыболовство и аквакультура, потому что у нас мы живем на берегу моря, у нас большое количество рек. В этом направлении тоже идут и овощеводство, и плодоводство, и переработка. То есть все, что связано с сельским хозяйством. Когда есть четкий план развития, механизмы его реализации, учета и контроля исполнения поручений, то это делает страну привлекательной для инвестора, отметил вице-премьер Беслан Эшба. Здесь очень серьезный такой имиджевый момент не только для нас, а имиджевого в плане в чем? Я хочу по привлечению инвестиций и вообще по оценке нашего развития. Когда у страны есть четкий план развития и есть механизм его реализации, учета, контроля, исполнения поручений, как привлекательная страна для инвестора, для того, чтобы мы могли заявить на всей мировой площадке, что мы развиваемся, мы знаем, куда мы идем. Стратегия – это не догма, а скорее живая модель развития. Поэтому в процессе ее реализации возможны корректировки, отметил директор Центра стратегических исследований при президенте Олег Доменя. Говоря о программных документах в развитии стратегии, Олег Доменя подчеркнул, что эти программы должны касаться развития всех направлений. Она должна отвечать не только на курортный сервис и на экономическую составляющую, аграрный сектор, энергетика, дорожная инфраструктура, социалка, образование, культура, здравоохранение, то есть все безопасность,
совершенствование сферы управления и так далее. То есть программа тоже должна на все эти вопросы отвечать. А не только, вот, скажем, какой-то кусочек мы взяли, какое-то направление мы взяли, при всей важности этого направления, оно одно работать не будет. На встрече предлагалось разработать трехгодовой план последовательных мероприятий в разных отраслях, установить сроки и приступить к его реализации. Стратегия существует, направление и текущее состояние дел там очень хорошо охарактеризовано цифрами. Мы видим, где у нас сбои, где у нас минусы и где нужно ситуацию выравнивать. Используя это, создать некий трехгодовой план последовательных мероприятий в разных отраслях, конкретных, что сделать вот это, разработать такой закон, издать такой нормативный акт, сделать это, определить ответственных, поставить сроки и приступить к реализации. По мнению руководителя администрации президента Даура Аржба, приоритеты определены верно, но нужно выработать конкретные механизмы для успешной реализации статей стратегии. То, что мы сегодня обсуждаем, эти моменты, что мы уже имеем определенную стратегию, он несет в себе еще морально-психологическую составляющую и политическая составляющая. То есть мы уже говорим о перспективе, не только о текущем моменте, когда можно увязнуть в проблемы сегодняшнего дня, но мы показываем людям, что государство смотрит вперед. Рауль Хаджимба поручил вице-премьеру Беслану Эшба в недельный срок сформировать рабочую группу, которая будет заниматься реализацией программных документов, а Центру стратегических исследований определить объем расходов, необходимых для реализации этой задачи. Елена Лолуа, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Сегодня Рауль Хаджимба принял победителей 18-й агропромышленной выставки «Золотая осень-2016». Экспозиции Республики Абхазия на 18-й российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2016» в 4-й раз присуждено Гран-при. Президент выразил благодарность делегации за успешное представление Абхазии на выставке. Участие нашей страны в подобных мероприятиях имеет большое значение и для самих сельхозпроизводителей, представляющих свою продукцию, и для имиджа всей страны, отметил Рауль Хаджимба. Занять самое высокое место в этом процессе, где принимало участие, насколько мне известно, порядка 20 с лишним иностранных государств и более 60 субъектов Российской Федерации, быть первыми и лучшими, это дорого стоит для нашей страны, для всех тех, кто живет в нашей маленькой стране. И, конечно, мы вам благодарны, всем, кто организовывал эту работу, начиная от руководства правительства, тех, кто непосредственно принимал участие в этих процессах формирования всей этой площадки. Ну и, конечно, вам, тем, кто непосредственно на эту работу делал. Торговый представитель Абхазии в России Олег Барцис поблагодарил президента за высокую оценку работы по организации выставки. Он отметил положительный имиджевый и экономический эффект, который наша страна приобретает от участия в подобного рода мероприятиях. Олег Барцис передал главе государства Гран-при и диплом правительства Абхазии за вклад в развитие форума «Золотая осень-2016». Это Гран-при, который мы удостоились номинации «Зарубежные страны». Спасибо, Рауль Джимкович, за то, что вы приняли нас сегодня, за эту встречу, за высокую оценку нашей работы, нашего сотрудничества с различными структурами правительственными, которые позволили нам достойно представить нашу страну на этой самой крупной в Восточной Европе сельскохозяйственной выставке. Продукция абхазских производителей, помимо того, что отмечена золотыми, серебряными и бронзовыми наградами, а это 31 медаль, в том числе 14 золотых, была признана самой экологически чистой. Кроме того, члены абхазской делегации провели встречи с министром сельского хозяйства России, губернаторами и главами субъектов Российской Федерации, с делегациями Индии, Киргизии, Франции и Беларуси. Активный интерес к абхазской продукции проявляют и структуры Евразес. Так что деловая программа абхазской
абхазской делегации была довольно насыщенной. В завершении встречи президент Рауль Хаджимба заверил, что руководство страны будет делать все необходимое, чтобы и в будущем Абхазия была лучшим образом представлена на подобных площадках. Рената Шакая, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. После встречи у президента вице-премьер правительства Беслан Эшба наградил членов делегации Республики Абхазия, принявших участие в 18-й международной агропромышленной выставке «Золотая осень-2016», а также всех производителей представленной продукции грамотами и медалями. Сегодня в Верховном суде Абхазии рассматривали кассационную жалобу на постановление Гулрыбского районного суда по делу майора милиции, начальника отделения режима и охраны СИЗО Дмитрия Айба об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, что Дмитрий Айба подозревается в причастности к побегу заключенных Гурама Инапшба, Реваза Угрихелидзе и Бачуки Латария из Дранского следственного изолятора в ночь на 1 октября. Репортаж Белой Кварчия. Во дворе здания Верховного суда Абхазии собрались друзья и родственники подозреваемого Дмитрия Айба. Кассационная коллегия по уголовным делам во главе с председателем А.Д. Касландия вынесла свое определение, а именно оставила в силе постановление Гулрыбского районного суда об избрании меры пресечения в отношении Дмитрия Айба в виде заключения под стражу. Такое решение суда сторона подозреваемого сочла несправедливым. В зале суда оно было встречено весьма эмоционально. سرای مصالحه به يمشي خمسة سيتاوي هري فشل فليت قوان فليت فاهمنا هري أنا إذا بدينا خرجنا حتى بدينا تكنو هري وستو يدز كاوشين سراس فعل ديتا هي حبنا أكل دز كاو يحمل شرشاب هنقول جاب حبيتهم شرقيش بيتهم خا كراكرا يشبه خاقوة الجلد رجع الله خساري تاسفة فاحل الفستو قبلي علي إذا بدوشكو خزجا يسمبرو. Как считает адвокат Дмитрия Айба Инга Габилая, определение оставить в силе решения Гулрыбского районного суда не имеет законных оснований, так как дело велось под руководством стажера-следователя, а он, по словам адвоката, не только не имеет права принимать подобные решения, но и руководить всей следственной группой. 41 статья закона о прокуратуре, если лицо имеет юридическую специальность, но не имеет определенного стажа работы, профессиональной подготовки, он проходит стажировку. И после стажировки он только принимает присягу следователя, прокурора и уже осуществляет свои полномочия. Только так. Сегодня прокурор сослался о том, что есть такое право. Где это право? Покажите. Я в законе о прокуратуре такого не нашла. Родственники и друзья Дмитрия Айба говорят о том, что у суда не было оснований оставлять подозреваемого под стражей. По их мнению, в этом даже не было необходимости, и потому, что Айба неоднократно имел возможность скрыться от следствия, но не сделал этого. По той статье, которой ему было предъявлено обвинение, не было озвучено ни одного доказательства. Мы не услышали о корыстной личной заинтересованности нашего друга, нашего брата. Сегодня есть поправки в закон, новые поправки, которые предусматривают не заключение под стражу, а, допустим, такой, как домашний арест. И какой-то абсурд просто считать то, что он сбежал бы от следствия. И у него была такая возможность 1 числа, у него много возможностей было. Мы знаем, что он не виноват. Мы хотим добиться только лишь законного решения, всего лишь. Тем временем в прокуратуре пока не комментируют сложившуюся ситуацию. Белла Кварчия, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал Палате ратифицировать внесенное президентом Российской Федерации соглашение об объединенной группировке войск Российской Федерации и Абхазии. Комитет выступает соисполнителем по данному вопросу. Документ был подписан в Москве 21 ноября 2015 года. Соглашением и прилагаемым к нему положением определяются предназначение, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки войск сил Вооруженных сил Российской Федерации и Вооруженных сил Абхазии. Группировка предназначена для адекватного реагирования на вооруженное нападение, агрессию, а также на другие угрозы военной безопасности в отношении любой из сторон. Конференция учителей, посвященная столетию известного абхазского ученого-этнографа Шалвы Налыпа, прошла сегодня в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскер. Организатор мероприятия – Министерство образования и науки Республики Абхазия. Участие в конференции приняли учителя со всех районов республики.
Более 100 учителей со всех районов республики приняли участие в конференции преподавателей, посвященной столетию известного ученого Шалвы Иналыпа. Из них 8 учителей выступили на конференции с докладами. Тематика докладов различная. Это история этики абхазов, абхазо-адыгские параллели и традиционное воспитание абхазов. У меня тема называется «Воспитание абхазов в духе Апсура» по Шалва Денисовичу Иналыпа. Тему помогала мне выбрать моя методист Гулиревского района Шадина Атаровна. Мы работали над этой работой очень долго. Работа была очень интересная. Шалва Денисович очень много писал об воспитании, о традициях, о нравах абхазов. Очень было интересно читать. Ты окунаешься в историю. И работа, в принципе, я считаю, что мы сделали ее удачной очень. Выступающие на конференции отмечали, что Шалву Денисовича Иналыпа можно назвать одним из величайших представителей научной интеллигенции XX века. Человек, который всю свою жизнь посвятил развитию национальной науки и своему народу. Все работы докладчиков были посвящены бесценным исследованиям ученого в области этногенеза, антропологии, истории, фольклора и литературоведения. Министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба отметил необходимость такого рода конференций. В течение 2016 года мы проводили по школам разные конкурсы, где участвовали ученики, учителя, а сегодня организовали конференцию педагогическую. Но это необходимо проводить такие мероприятия, потому что, во-первых, Шалва Денисович являлся сам педагогом, воспитателем и много творческого труда вложил для составления учебников и учебно-методической литературы. Мамука Микая преподает историю в школе села Шишикуара Галского района. После окончания Абхазского государственного университета он, долго не думая, идет работать по профессии. Мамука признается, что еще в студенческие годы он всегда увлекался работами великого ученого. Я ознакомлен был еще с его трудами в университете, и мне приходилось все-таки заниматься трудами именно Шалвы Денисовича Иналыпа, поэтому я решил поучаствовать в этой конференции, которая посвящена ему. И больше всего меня затронула одна тема, которая действительно является, на мой взгляд, очень интересной. Это прежде всего этнографические параллели, то есть абхазского и адыгских народов. Как раз-таки я постарался найти какие-то различия адыгских этикетных параллелей и в том числе абхазских. На конференции отмечался и преподавательский талант ученого, его особый дар общаться с учениками, его умение преподать им свои знания. Конференция длилась всего один день. Доклады прозвучали на русском и абхазском языках. Организаторы мероприятия отмечают, что оно проводилось прежде всего для молодых учителей, а их среди участников было немало, и это радует. Сария Смыр, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Специалисты чешской компании «Медин», производители современных технологий в области травматологии, провели сегодня семинар для абхазских врачей. Они провели несколько теоретических и практических занятий для абхазских медиков. Ознакомили их со своей продукцией, которой, кстати сказать, наши врачи пользуются давно и весьма успешно. Сегодня мы подготовили ряд лекций, которые будут оглашены нашим приглашенным профессором из Чехии. А также будут семинары. Семинары непосредственно заключаются в практических навыках. То есть мы подготовили ряд костных фрагментов, искусственно костных фрагментов, с которыми врачи могут сами посмотреть, сами поделать руками, как это ставится, убедиться в том, насколько эффективны методы лечения. Мы привезли пяточный штифт, то есть достаточно распространенная травма везде. И на сегодня это малоинвазивная технология, позволяющая застабилизировать пяточную кость в человеческом организме, не нанеся для него дополнительного ущерба. Операции, которые мы проводим, они проводятся почти во всем мире однотипно, то есть это стандартизированные операции, которые и в России производятся, и в Европе, теперь уже у нас. Так что эффективность операции достаточно высокая. Есть большой опыт использования этих имплантов, и есть результаты исследований, которые показали эффективность этих имплантов и долгосрочность. Поэтому мы остановили свой выбор на этих имплантах.
К спортивным новостям. В субботу, 15 октября, на Сочинском автодроме пройдет финальный этап гонки поддержки Формулы-1 Midjet-2L на Кубок России, в котором впервые примет участие единственный в этом виде спорта абхаз Дмитрий Гвоздава. Дмитрий занимается гоночным спортом не так давно, но уже показывает отличные результаты. Выступает в 2 категориях. На сегодняшний день по рейтингам в категории «Про» среди профессионалов занимает 2-ю строчку, а также возглавляет рейтинг по 7 «Про» среди полупрофессионалов. Отметим, что мероприятие посетят выдающиеся спортсмены, чемпионы этого вида спорта. Финальный этап Кубка России включает не только зрелищные гонки, захватывающие маневры пилотов, но и красочное мотокаскадер-шоу. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается облачная погода, ливневый дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 21-23 тепла, температура моря плюс 21.